Безусловно, ситуация по пожарам в республике у нас крайне сложная. Еще раз хочу сказать, что мы испытываем самое засушливое лето за последние 150 лет у нас в Якутии. Самое жаркое, по крайней мере, вот июнь у нас был самый жаркий вообще за историю метеонаблюдения. Конечно же, это вкупе с сухими грозами, которые у нас практически каждый день ежедневно проходят на территории республики, привело к значительным пожарам. Вместе с тем хочу сказать, что благодаря совместной работе с нашими федеральными коллегами, с Рослесхозом, с авиалесоохраной, с силами МЧС и Минобороны, мы сегодня уже потушили пожаров гораздо больше, чем за весь прошлый год. Практически по территории, если так смотреть потушенных пожаров на аналогичный период, то мы сейчас уже в 5 раз потушили больше пожаров. Это очень дорого стоит, это вот труд, на самом деле огромный труд тех тысяч людей, которые сегодня реально тушат пожары, борясь с огненной стихией. В результате проведенной работы мы видим позитивную динамику. Только за сегодняшний день у нас с начала суток ликвидировано уже 12 пожаров на территории свыше 100 тысяч гектаров. Это показывает, что в целом мы ситуацию начинаем брать под контроль. Конечно же, при этом ситуация у нас сложная по нескольким районам. Это Горный район, Сунтарский, Хангаласский, Мирнинский. И вот как раз дым от пожара в Горном Улусе вчера пришел в Якутск. Вот, ситуация была достаточно такая непростая, тяжелая. Вместе с тем мы понимаем, что прямой угрозы населенным пунктам на территории республики Саха-Якутия сегодня нет. Все пожары тушатся. Авиация тяжелая, вот самолеты у нас задействованы в Мирнинском районе, Сунтарском районе, потому что аэропорт Якутска в период реконструкции такие самолеты принимать не может этого класса. Мы здесь, в районе Якутска, в районе Горного района, Хангаласского района, активно используем вертолетную авиацию, в том числе и МЧС, и Министерство обороны. Это тоже дает положительные результаты. Так, по Ленским столбам сегодня из 4 оставшихся пожаров 3 уже локализованы. Вот, мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация там еще будет больше улучшаться.